хочу зачитать заявление, которое мы подготовили, в котором мы даем оценку действиям депутатов парламента, которые вчера ночью, как диверсанты, приняли это решение. В ночь с 26 на 27 декабря депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия в экстренном порядке провели внеочередную сессию, результатом которой стала потеря юрисдикции на территории Республики Абхазия. Депутаты не предоставили общественности информацию о новых координатах, согласованных с Российской Федерацией. По ранее установленным координатам эта территория составляет 343 гектара, из которых 180 гектаров – это акватория моря, 155 гектаров – это территория Пицунда-Бисовского заповедника, 8 гектаров – это жилые кварталы города Пицунда. Таким образом, часть территории Абхазии была отчуждена, и в результате граждане Абхазии потеряли доступ к водным границам страны, уникальному реликтовому заповеднику, одной из самых ценных природных территорий в Абхазии, и к единственной морской бухте с глубиной, удобной для захода кораблей и отличными навигационными условиями. Депутаты не посчитали нужным объяснить народу Абхазии, собравшемуся у парламента, необходимость срочного проведения сессии, и своими действиями показали, что в парламенте Республики Абхазии допустим абсолютный правовой беспредел. Депутаты проигнорировали мнение общественности, выводы и рекомендации экспертов и предпочли поддержать антиконституционное, антинародное соглашение. В результате мы имеем беспрецедентный случай потери территории не в военное, а в мирное время. К тому же депутаты допустили вопиющие нарушения, среди которых неоднократный экстренный перенос сессии, нарушение режима заседаний парламента Республики Абхазия без обоснованных и объявленных избирателями причин, нарушение принципа открытости заседаний парламента Республики Абхазия, отсутствие решения о проведении закрытого заседания. Все это говорит о грубом нарушении регламента Народного собрания Республики Абхазия и незаконности процедуры ратификации. Более того, отсутствие аккредитованных в парламенте СМИ дает основание считать, что имеют место и другие нарушения законодательства. Депутаты парламента решили выступить в роли родителей Конституции Республики Абхазии законности, сопроводив ратификацию принятием нескольких законов. В одном из них они предусмотрели, что в случае противоречия между ратифицированным международным договором и Конституцией Республики Абхазия и конституционными законами Республики Абхазия применяются нормы Конституции и конституционных законов Республики Абхазия, а также, что международный договор Республики Абхазия также может быть прекращен путем денонсации в случае, если его выполнение наносит ущерб суверенитету, угрожает безопасности, либо противоречит публичному порядку Республики Абхазия. Несмотря на это, парламент не предусмотрел никакого механизма приведения в действие данных положений. Не указан ни один орган власти, который мог осуществить данную проверку, а также заявители, которые могли бы поднять этот вопрос. Кроме того, мы хотим напомнить, что парламент Республики Абхазия не настоял на проверке конституционности не вступившего в силу соглашения 3 августа 2022 года, не предусмотрел, Кроме того, мы хотим напомнить, что парламент Республики Абхазия не настоял на проверке конституционности не вступившего в силу соглашения. 3 августа 2022 года Конституционный суд Республики Абхазия вернул в парламент запрос о проверке на соответствие Конституции соглашения и предоставил им возможность обратиться с этим запросом повторно. Однако парламент Республики Абхазия проигнорировал эту возможность. Таким образом, создан прецедент ратификации международного договора, который не соответствует Конституции Республики Абхазия. Мы считаем эти поправки пустой декларацией, если не будут определены такие органы и заявители.
Мы считаем, что ночь с 26 на 27 декабря стала ночью сдачи суверенитета Республики Абхазия, за что депутаты парламента Республики Абхазия должны нести ответственность по статье 273 Уголовного кодекса Республики Абхазия. В связи с принятым законом о внесении изменений в закон Республики Абхазия о международных договорах мы требуем создания реального механизма защиты суверенитета Республики Абхазия путем внесения изменений в Конституцию Республики Абхазия и законодательство Республики Абхазия.